Это обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. В столичную полицию поступило 17 заявлений граждан, которые пострадали от преступных действий женщины, которая представлялась сотрудником городской администрации и путем обмана похитившей у них разные суммы от 100 тысяч до 900 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 52-летняя уроженка Мегина Кангаласского района. Задержанная позиционировала себя как человека, обладающего тесными и обширными связями в городской администрации. Предлагала заявителям приобрести квартиры или земельные участки по выгодной для них цене. Предварительный материальный ущерб, нанесенный заявителям, составляет свыше 5,5 миллионов рублей. На данный момент Следственным управлением возбуждено 3 уголовных дела по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». По остальным заявлениям проводится процессуальная проверка. По оперативным данным, количество потерпевших от действий мошенниц превышает 130 человек. В настоящее время подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время следователям будет направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В полицию Якутска обратился мужчина с заявлением о мошенничестве. На сайте Drom.ru он нашел объявление о продаже автомобиля Lexus за 2 миллиона 247 тысяч рублей. Мужчина связался с предполагаемым продавцом и уточнил интересующую его информацию об автомобиле. Продавец сообщил, что проживает в Екатеринбурге и автомобиль находится там же. Тогда заявитель через своего знакомого связался с жителем Екатеринбурга и попросил его проверить состояние машины. Тот вскоре сообщил, что осмотрел автомобиль и подтвердил, что машина находится в удовлетворительном состоянии. После чего потерпевший решился его все-таки приобрести. Продавец попросил перечислить деньги на счет 2 банковских карт. Мужчина согласился с этим условием и перечислил несколькими частями денежные средства в размере общей суммы 2 миллиона 247 тысяч рублей, после чего стал ожидать доставки автомобиля в Якутск. Однако вскоре номер продавца стал недоступен. Не сумев связаться с ним, мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. По данному факту проводится проверка. Полицейским в Нерюнгри обратился 59-летний местный житель и сообщил, что у него похищена банковская карта, с которой произведено снятие 240 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был установлен. Им оказался 26-летний мужчина. Как выяснилось, в день происшествия потерпевший и подозреваемый вместе распивали алкогольные напитки. В ходе застолья заявитель поделился знакомым, что ищет квартиру для съема, на что тот предложил ему снять свою, так как сам собирался уезжать. Договорившись о цене, потерпевший дал свою банковскую карту подозреваемому и сообщил пин-код, чтобы тот снял 20 тысяч рублей в счет оплаты за проживание, что молодой человек и сделал. Затем мужчины продолжили застолье. Когда потребовалась очередная порция алкоголя, заявитель вновь передал подозреваемому свою карту, чтобы тот сходил в магазин. Но на этот раз злоумышленник уже не вернулся. Зная, что на балансе карты находится крупная сумма денег, он решил похитить их. Пин-код ему был известен, поэтому он без труда снял с карты все деньги, которые потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Прокуратура Якутска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 34-летней женщины. Она признана виновной в совершении преступления незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции. В январе 2019 года она была признана виновной в совершении административного правонарушения за незаконную розничную продажу алкогольной продукции с назначением ей штрафа в размере 30 тысяч рублей. Не сделав для себя должных выводов, ею в продуктовом магазине вновь осуществлена незаконная продажа алкоголя, который был принесен подсудимой в целях реализации из дома. При этом, согласно данным экспертизы, алкоголь не соответствует требованиям государственных стандартов. С учетом мнения гособвинения, судом женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. В Нюрбе расследуется уголовное дело в отношении 2 ранее неоднократно судимых местных жителей 26 и 31 года. Они обвиняются в изнасиловании, совершенном группой лиц по предварительному сговору, соединенные с угрозой убийством по отношению к потерпевшим. По данным следствия, вечером 14 января 2020 года 21-летняя девушка встретилась с одним из обвиняемых и вместе с ним на улице распивала спиртные напитки. После чего злоумышленник предложил ей продолжить распитие алкоголя дома у его знакомого. Девушка согласилась и отправилась вместе с приятелем к его другу, где в ходе застолья мужчины вступили между собой в преступный сговор. Угрожая девушке убийством, один из мужчин, демонстрируя нож, совершил ее изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Второй обвиняемый помогал соучастнику удерживать потерпевшую. И когда она перестала оказывать сопротивление, также совершил ее изнасилование. Воспользовавшись удобным моментом, девушка смогла выбежать из квартиры и сообщить о преступлении в правоохранительные органы. В тот же день по горячим следам злоумышленники были задержаны.
При изучении личности обвиняемых следователи установили, что за плечами у них имеется солидный стаж отбывания наказаний в местах лишения свободы. Один из них имеет 6 судимостей, в том числе за совершение преступлений против жизни, здоровья и собственности, а также за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений. На счету второго обвиняемого 3 судимости. В его биографии преступления против жизни, здоровья и собственности. Расследование дела продолжается. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей.